حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. بسم الله الرحمن الرحيم. Ажал там заседание даю леха. Сейчас поделиться явился 18 августа. Актуальное интервью интервью. Ой, мы с ней ищем за да телефон жить, а он подготовит сюда профессионально на але андаш тичкалия. За Юнусбек. أودي وجه انترفيو например صور وين ياسو داشو وأنا بتشكل صنع ويتام وين فخيت ويتو صنع ويتام ويسكز تشبع خيت الصور خيتهم أول постоянно нападки же вы что-то баця что она слушай هم صوص الجوز بدر نوحن واسط خصوصي تدوش كده حيوق واسوار وقدال عقل دوس بيجوا قدال حادثة بريمو نبات كاجي صوتها بيزم ديتي حي لا هذا وصل حوالي تعب نختار ده مش عاوش دوس ديزل نخدع بغيتش عقلنا دوش واش نشوف احنا قتوه تسدش مش واقفه كده دقه предлагать конструктивно диалог наладить. Ох, я аж, письмо один человек, заявление человек, ладос заявление. Аж зов я, ответ, царь, шея, палава, ходи, какие даже вверх. Язык дадут что хам, предлагать что хам, язык будет дать что ли, тогда хам дать что да, так ая марки, хам отсеет что это, ажа ма куда се аж ходил что я, цацет жвали, муди кам. أحمد بشير حافظة صبوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يجوك محور خاص دولج ديان أدوي أطير كي يفورو بيلاي كمان دخل ديز بيفليودو كمان بيفليودو خم خور هاد ديان آخوش تلفزيوني يأخذ إنترنتي ماركة ده ده سوين ديان يا سو узкий бывает я медиа يأخذ هم كذا ما تجاس تلفزيون وين سيل كنا ده دور بيش عورس تلفزيون حق والله شخانة دق قناة телемарафон ежбол хабечхан бириш тахтик ихтада веши мавр ахшаду суган камни эзен калайрс суган сым тагым жок тинни я жол калса яарсик ахшаушхан тагым мосик бархижа восс бик бол рознер абя хайр шорал абя хайр бол телевидение хайла ал ихдашан бол бир вала бер бек бакас халкалса сик ахин атсын ждаш бол камел хаты идежа. В том году мы отметили 26-летие Республики Ингушетия. Вот после юбилейной даты 26 лет. Показатели у нас большие, сделано много в республике. Но вот мы тоже как-то с беспокойством это слушаем. Появляются недовольные, критикующие. Есть люди, которым ничего не нравится. Вот все им не нравится. Отвечая на вопрос о митингах, услужливо и подобострастно заданный Хавой Абадиевой, Юнусбек Ефуров говорит следующее, касаясь попыток общественности республики провести митинг в строгом соответствии с законом Российской Федерации. Это меня совершенно не устраивает. Митингов не должно быть, уличных шествий не должно быть. А то, что находятся люди, которые не то что критикуют, а пытаются вывести кого-то на улице, на митинги, ну это, конечно, меня совершенно не устраивает. И посмотрите, это не должно быть законно
разрешенным методом не должно быть. А коррупция устраивает нас. Кто ты такой? Кем ты себя возомнил? Что за безапелляционный тон? Что тебе, обыкновенному назначенцу федеральной власти, крышу снесло? Конституция Российской Федерации и законы Российской Федерации разве не позволяют проводить митинги и шествия? А ты заявляешь, что это тебя не устраивает. Ты посмотри-ка, он нашелся князек. Так, Конституция, это у кого не Конституция, и Бог российский. Я рекомендую делать. Неотъемлемая часть Северной Осетии, район Хаяки, Конституция Хаяки, мы пойдем за тобой, когда ты заслужишь этого. Что российские законы для тебя не писаны, у тебя другие воровские законы в республике. Тебя не устраивает, повернулся же язык, так сказать, вырвалось то, что на самом деле на уме. В республике могут происходить только те процессы, которые тебя лично устраивают. Еще раз спрашиваем, кто ты такой, кем ты себя возомнил, почему ты позволяешь себя такие хамские высказывания своему народу. Кто тебя будет спрашивать, проводить ли, не проводить ли митинг? Конечно, никто не будет спрашивать. Спросили бы, если был бы достоин этого. Хоть раз соизволил заехать сюда, спросить, как, ребята, поживаете, что вам надо, что не хватает. Так, у нас же тоже злободневные насущные проблемы, хотим, чтобы вы решили. Хадавин, да, это смогу сделать, с этим я смирюсь, вот это я не смогу сделать, это мы будем просить у федеральной власти. Никакого ответа нет, поэтому это устраивает тебя, это не устраивает. Ты посмотри-ка, нашелся князек. А везет он, везет, из хата объя, там он везет. Ряд вас Субелга. Рядом Москва, поддержки, любой ценой. Единой России, да, Жириновский, Хаёкша, она что хоть по партии. Исплахался здесь, его же словами, ваш соотечественник. Если ты решил, что в республике нет сил, которые могут призвать тебя к порядку, то ты глубоко заблуждаешься. Митинг состоит, несмотря на все твои потуги. Более того, открыто заявляем, что вся ответственность за возможные провокации, возможные кровопролития ложится на тебя персонально. Если и будут провокации, то только те, которые организованы тобой, мастером провокаций с дипломом. Также именно с тебя будет спрос, как с нарушителя закона Российской Федерации. Да, это тон наказания, да я, куда я дурак, он наказание. Мало, я Русиланов. Алло, коммилиард 720 миллионов, аж на цу хабир. Кугур бегает француз. Уахын дегадат, хадин хадат. Китеря. Хадин хадали, хадин дали, надо хамотик хаял, да он озн дахат, о камен пейн дахат, а саня хазал, камен дахазит дахаз. Кам арда дурн. Хат амуда, мы амалу ашхан, дурн язбаха, духаба бухуша. Кама дахаз труда ягаз, арда он дес. Что ж, бизнес долгам хада аладес. Кам баркалшан, бел ряд халшан, бел он дуккам и гулдан бяциял, шишук ардоли, шудоли, сагу, адмадату, шошажда, бенне босси. Телефон шаятыш, мац ардолвы, корт бябе бог ягар. Бел ряд халшан. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Марко. Следующий дальше. Тимур, давай об этом. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Москвой. Посмотрите, как трогательно он заявляет, и Курван, и Уцер. А вдруг кто упадет, кто пострадает? Потому что каждый человек, кто это делает, должен понимать, что с этим людьми может что-то случиться. Самое простое, элементарное, там, спотыкнулся, упал. Ты за него ответственности и перед ним, самим его родственниками, и перед Всевышним. Потому что никаких уличных там вещей не должно быть, митингов не должно быть. Какая забота о народе? Они по твоему ли прямому указанию творили бесчинство над беззащитными и безвинными людьми, оборотни в погонах из ЦП, которые сегодня заслуженно, хотя и мягко, но осуждены. А ты, как всегда, оказался ни при чем. А многие уверены в том, что это творилось под твоим
прямым распоряжением. Ты не считал это нужным скрывать. Это звучало из твоих уст при выступлениях на телевидении. Наглядный пример с Аушевым, который вроде бы стрелял на свадьбе. Что, за это надо было калечить его и делать из него отбивную? Ты не забыл, как ты это оправдывал? Когда убили женщину, возвращавшуюся с работы на кирпичном заводе в городе Назрань, и ее убили вместе с другими невиновными ингушскими парнями, не ты ли с экрана телевидения заявлял, что она была террористкой, и только после того, как общественность начала протестовать против этого беспредела, вынужден был заявить, что она ни при чем? Сколько таких случаев? А многочисленные убийства жителей республики на дорогах твоей охраны? И каждый раз виновным оказывается простой смертный, только не твоя охрана. Даже тогда, когда имеются видеоматериалы, подтверждающие вину твоих охранников. Какое это все-таки лицемерие? Какой артист пропадает? А докайлай уже зох их впору возрождать, и главным героем, чтобы был ты. А я хакешча заметки. Ханза, шалла, пресс-конференции оппозиции Ютуа, Хавайская камел Дармалер. Цигич Абадиевич Аба. Цигич Плавыш. Абадиевич Уолаца. А мы что сказал, завод где аются? Завод трошкар адаяхан де оппозиции захат али префтха. Озу вапуш ба. Оппозиции хан тхон республик хакалча. Шанс хакк мек глас муалиош. Я ушу мегацир шан я зязгил мегацир я шанс хакк дикват шо масхан шо ама хадваш. Даст я тхом ама хадваш. Ну ол цабыта. Только мы догласт. Происхождение итха. Хасбушна атариоч. Воспитание, кстати. По заводе русского тысяча да, студела тысяча да, каздаха тардаст цулха. Хамбац, хабац, цансаги бац, беши watching хам. Джабраил Куш. Ассаламу алейкум, бяхкой. Сей руштай пар, меня метам мусмен, вашун малиндерс. Запас слов яца. Юнусбек, народу надоели твои постоянные басенки о том, что нет здоровой оппозиции. Для узурпатора не существует оппозиция. А есть лица, рвущиеся к власти. Самому не надоело. Выходит, что требование возврата прямых выборов главы республики говорит только о том, что он готов к власти. Ты не прав. Допустим, даже так, хотя это совсем не так. И ты это прекрасно знаешь. Допустим, даже, что люди хотят выборов. Люди хотят участвовать в выборном процессе, а на законном основании в результате прямых и честных выборов прийти к власти. Что в этом плохого? К тому, кому это наносит ущерб? Половине народу от того, что станет хуже. Но ты же отстаиваешь ту избирательную систему, которую ты своими приспешниками из парламента навязал народу Ингушетии. Ту систему, при которой ты имеешь возможность, абсолютно игнорируя мнение народа, продолжать, как феодал правитель Ингушетии. Эта власть тебе лично, что по наследству от отца досталась. Почему она не может достаться более приличному, более порядочному, чем ты, гражданину Ингушетии? Что стремление к власти является преступлением? Ты забыл, как ты сам пришел к власти? Разведчик должен заниматься разведкой, а не управлять народом. Достойно сожаления, что пожилая женщина, узнавая личность в Ингушетии, Хавань Абадиева задает провокационный вопрос. Так называемая оппозиция, как ты, мол, думаешь, Юнусбек, все последние события не звенья ни одной цепи. Вот так называемой оппозиции. Я не знаю, в народе не знают ее, это что за позиция. И 11 августа была попытка провести аналогичное мероприятие. Кроме того, буквально вот на днях появилось вот такое заявление о выдвижении вот этой одиозной фигуры Хазбиева
в качестве кандидата на пост главы республики. Но жители восприняли это очень несерьезно вообще, как оскорбление, честно говоря. Звонили люди, неужели это возможно такое? И уже появились группы людей, которые хотят провести митинг против такой деятельности. Вот не кажется ли вам, что это звенья одной цепи вот в преддверии 9 сентября? Это ее не красит, это подрывает ее имидж среди народа. Евкуры приходят и уходят, а народ остается. Сегодня Хаваты сделал неправильный ставку. Служить надо народу, а не правителям. Барков. Салам алейкум, Яхкой. 18 августа ханужил интервью лица Дуцвея. Можно сказать, мы разбираем по пунктам, по высказываниям некоторые детали, некоторые фривольности, допущенные главой нашего субъекта. Вот одна цитата. Они не успокоятся. У них какие-то моральные обязательства перед кем-то. Им что-то обещано. Они хотят здесь что-то замутить. Я вполне предполагаю, что кто-то из них имеет свои обязательства, если не финансовые, то какие-то там моральные перед кем-то, кому обещано, что они здесь что-то замутят. Это высказывание Евкурова относительно тех людей, которые сегодня вышли на тропу каких-то требований возвращения их конституционных прав, требования законности и порядка. Я бы разделил вот это высказывание его на две части. Первая часть. Они не успокоятся, у них какие-то моральные обязательства перед кем-то. Да, у нас есть моральные обязательства перед кем-то, но не перед кем-то, а перед Всевышним. И, соответственно, перед народом, который мы представляем, перед теми людьми, которые стоят за нами, которые нас наделили полномочиями, не формальными полномочиями, а натуральными, искренними, исходящими от сердца, в отличие от тех полномочий, которыми наделены сегодняшние депутаты, так называемые. В отличие от тех полномочий, которыми наделен так называемый глава, лично ты, Юнусбек, никем не наделенный, а получивший эту власть совершенно по непонятным и не поддающимся никакой логике здравой и критериям, понятиям, не тебе определять, кто заслуживает, кого как называть, какими эпитетами награждать представителей народа, называя их оппозицией или так называемой оппозицией, или больной оппозицией. Власть больна, власть в регионе больна, и очень серьезно. Хирургическое вмешательство здесь абсолютно неизбежно. Поэтому мы здесь находимся, поэтому мы об этих вещах говорим. Мы же не так громогласно заявляем о тех суммах, кстати, очень больших суммах, которые вменяются вам лично, руководству и тебе лично, о тех деньгах, которые были собраны на строительство мечети, соборной мечети, народной мечети. Где эти деньги? Не я задаю этот вопрос, я его только транслирую. Его задают люди, которые знают, что спрашивают. А тебе лично придется отвечать за это. Не сегодня, так завтра. Это лирика жизни. Следующее. Еще была фривольность в том, что каких-то высказываний о каких-то 50 тысячах, якобы полученные участниками митинга 2 июня текущего года, состоявшегося в Магасе. Да, митинг состоялся, митинг вызвал огромный резонанс не только на территории нашей республики, но и далеко за ее пределами. Более 160 тысяч просмотров, и это за кратчайший срок. Такого в ингушском сегменте, даже при всех стараниях твоих нукеров, обслуживающих средства массовой информации и прочее, такого уровня не достигали. Это о чем-то говорит, это есть повод призадуматься. Так вот, никаких 50 тысяч не было. Однако были 20 тысяч, присужденные там штрафы, в виде штрафов, постановлениями так называемых судей. Почему так называемых? Потому что действующие непонятно по какому принципу.
То ли они руководствуются личными какими-то вещами, или же руководствуются твоими указаниями. Но абсолютно ни законом, ни конституцией, ни кодексом, ни уголовным, ни гражданским Российской Федерации эти люди, выносившие постановления, не руководствуются. В регионе безвластие, бесчинство и абсолютно хамское отношение к собственному народу. У меня другого просто нет. Такова моя оценка этой действительности. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мы вняли твоему призыву провести наше мероприятие во Дворце культуры. Мы же предлагали, и сейчас предлагаем альтернативную вещь. Зачем вам людей держать на улице, когда можно это все сделать в Доме культуры? Собраться, посидеть. Соберитесь, пригласите, снимите в аренду Дом культуры или летний амфитеатр, пригласите туда, кого вам надо, главу республики, мы придем. Вот кто вам нужен? Сегодня подаем город Назрань заявление, но уверены, что разрешение не получим. Так же, как не получил и на митинг. Посмотрим, что из этого получится. Если разрешат во дворце, нас это устраивает, мы проведем там. Ты удивляешься, чем они недовольны, что их оштрафовали на 20 тысяч рублей, что они хотели, чтобы их вообще не наказывали, эти слова Евкурова. Сегодня же, опять же, те же люди, которые вышли несанкционированно в Магасе, опять же, это самому вопросу, там, выборы какие должны быть. Они придумают 1000 причин, чтобы себя оправдать, обвинить власть. Казалось бы, там, никого не задержали, никого не посадили, а просто в последующем вызвали, там, обвинили, там, сказали, по закону. И штраф там, так 20 тысяч или сколько-то тысяч там, некоторым товарищам. И это критикуется. Так что же вам, вообще не оказывается? Вы будете творить, что хотите, а вас... Лукавящий узбек, ты, как и продажный судьи, идущий у тебя на поводу, прекрасно знаешь, что нет такой статьи в российском законодательстве, в соответствии с которой наказывают за участие в митинге. Если не согласовано, ответственность несет организатор митинга. Участник митинга несет ответственность только за нарушение установленных законом правил поведения на митинге. В связи с этим, почему это должно быть довольны лица, которых незаконно, демонстративно, нагло, лишь бы угодить тебе, наказывали штрафами? Мы-то знаем, что таким образом ты пытаешься запугать народ, предотвратить протестные акции, не дать возможность народу публично и гласно высказать свое мнение. У нас нет никакого сомнения, что эти штрафы в ближайшее время будут отменены в Верховном суде Российской Федерации. Это ни тебя, ни судей не волнует, лишь бы сейчас, пока решается вопрос твоего переизбрания, народ не вышел на улицу, не нарушал нарисованную тобой перед федеральной властью картину о полном единении народа с главой республики. Юнусбек, ты также пугаешь, грозишь организаторам митинга. Мол, если даже вы не выйдете на митинг, если даже будете отсиживаться дома, мы вас все равно накажем, как организатору митинга. И сейчас, в следующий раз, если эти же товарищи попадутся на митинге, и если даже они там даже некоторые скажут, что мы не выйдем на митинг, наши братья или кто-то выйдет, а мы не выйдем второй раз. Неважно. Но вы организаторы митинга, и вы пойдете по статье уже как уголовной. Успокойся. Все как один выйдут на митинг. Но все-таки хотелось бы знать, на основании какого закона ты собираешься привлекать ответственности тех, кто не будет принимать участие в данном митинге, завтрашнем или субботнем митинге. У тебя что, свои какие-то законы? Или снова собираешься принимать решения по понятиям? Насчет того, что выйдут, можешь не сомневаться. Не запугаешь, не на тех напал. Организатор митинга четко и ясно заявил о своих правах на проведение митинга. Он не скрывает своего лица. Это Михаил Кучиев, председатель регионального отделения партии «Интернациональ». Он является членом Совета тайко-ингушского народа, он пользуется нашей поддержкой. Суд принял решение, что вы незаконно отказали в согласовании митинга. Прокурор республики повторно вынес вам предостережение о нарушении закона. Разбирайтесь с организатором, если остались какие-нибудь претензии еще.
Мы же на митинг выйдем, и никаких угроз уголовной ответственности, которая не может быть по определению за участие в митинге, нас не остановит. Законы постоянно нарушаете без зазрения совести. Вы коррумпированные и зазнавшиеся, потерявшиеся чувство меры тянущие, а не мы, простые граждане. Мы намерены положить этому конец, хватит. Еще раз предупреждаем, что за все могущие последуют последствия при проведении митинга ответственность ложится на вас, на исполнительную власть, которая не собирается прислушиваться ни к предостережениям прокурора республики, ни к решениям судов, ни к желанию общества высказать публично свое мнение. Совет тайпо-ингушского народа поддерживает инициативную группу, которая проводит митинг. Участники Совета тайпо по своему желанию примут участие в митинге. Мы никого не обязываем насильно выходить на митинг. Совет тайпо-ингушского народа призывает граждан республики поддержать организатора митинга и принять участие в митинге. Да поможет нам Аллах. В завершение хотел бы сказать еще несколько слов. Мы с пониманием относимся к его предложению провести это мероприятие, как говорил Осман Аздоев, во Дворце культуры в Назране или же амфитеатре. Мы вчера по этому вопросу пытались передать заявку на проведение этого митинга, но эту заявку у наших представителей не приняли. Мы сегодня приложим все усилия для того, чтобы эта заявка была принята сотрудниками или чиновниками мэрии города Назрань. Если эта наша заявка будет принята, и так как вы нам и предлагаете, нам позволит провести это мероприятие или во Дворце культуры, или амфитеатре, мы согласны с этим вашим предложением, да, и проведем это мероприятие там, где вы нас просите его провести. Второе. Есть еще одна причина, в соответствии с которой мы можем отказаться от проведения этого митинга. Если председатель парламента по телевидению сядет и официально объявит о том, что в ближайшее время на одном из своих заседаний парламент республики рассмотрит вопрос и отменит принятые незаконные изменения в Конституции и возвратит народу право на прямые и тайные выборы. Мы защищаем свои права. Права выбирать и быть избранными. И, в принципе говоря, если нам пообещают после выборов Евкурова, не обязательно это до 8 августа, пусть это будет в течение сентября, что в течение сентября, после того, как Евкурова изберут, этот закон будет отменен, будет восстановлено наше право, это для нас будет являться основанием для того, чтобы мы не выходили на митинг. Я еще раз говорю, я это говорю для того, чтобы все наши попытки провести этот митинг, они пытались подвести к одной личности, к личности Евкурова. В данном случае, хотя и Евкуров играет какую-то роль, мы не говорим, что он не играет, это он с его подачи отменили этот закон. Но мы преследуем цель возврата закона о прямых и честных выборах. И не надо Евкурову слишком большое внимание уделять своей личности. Барков, я расал, митинг в обязательном порядке состоится. Мы бы с удовольствием приняли бы предложение Евкурова и провели бы это мероприятие во Дворце культуры в городе Назрань или амфитеатре, если бы нам дали такую возможность. Но я повторяю, я не уверен, что нам такую возможность дадут. Это просто, мне кажется, были слова для публики, для народа, для того, чтобы отвлечь его внимание. Не собирается он нам ни на улице, ни во дворце, нигде давать нам возможности высказать свое мнение. У них таких намерений нет. Барков, я расал.